Души прекрасная прерванная нить. Именно так называлась научно-практическая конференция, которая прошла в стенах Государственного университета, учреждение которому Наталья Когония посвятила без малого 45 лет своей жизни. Жизни, наполненной как семейным счастьем, верной дружбой и творческим успехом, так и горем потерь. Наталья Когония, или Джульетта, как ее называли те, кто был с ней близко знаком, была очень светлым человеком, который оставляла неизгладимый след в душе каждого, кому посчастливилось хоть немного пообщаться с ней. Когда мы хоронили Наталью Джоковну, Джульетту, ни один человек в Абхазии не остался равнодушным, потому что она была не только прекрасным специалистом, вначале методистом, потом крупным исследователем. Она была настоящей абхазской женщиной, которая всю жизнь свою, и это можно было в этой короткой записи увидеть, всю свою жизнь несла всем добро, совесть, знание. Уроженка города Учимчира Джульетта Когония после окончания средней школы поступила в педагогический институт на филологический факультет. Почти 10 лет она работала старшим лаборантом кафедры абхазского языка и литературы, из них 5 лет будучи диктором на абхазском радио. После окончания аспирантуры последующая деятельность Джульетты Когония была тесно связана с русским языком и литературой и, конечно же, родным госуниверситетом, где она преподавала уже до конца своих дней. В своей педагогической практике Джульетта Джозефовна большое внимание уделяла совершенствованию методики преподавания, привлечению студентов к самостоятельной работе, использованию наглядных средств в процессе обучения. Сама участвовала в разработке методических и наглядных пособий. Джульетта Когония опубликовала 14 научных работ. Это и статьи в различных научных изданиях, и объемные брошюры и монографии. Коллеги, проработавшие с Когония бок о бок не один год, отмечают ее профессионализм, организаторский талант, незаурядные человеческие качества, безграничное обаяние, искреннее сопереживание к проблемам коллег и тонкий юмор, что способствовало созданию на кафедре русского языка и литературы АГУ особой атмосферы. После конференции на стене дома, в котором Джульетта Когония прожила более 40 лет, была открыта мемориальная доска по увековечению памяти педагога и просто человека с большой буквы. Наша Джульетта с теплотой вспоминают и сегодня ее друзья и коллеги. Несмотря на тяжелую болезнь, до последних дней она работала с полной самоотдачей, говорят они. Джульетта Когония, чей светлый образ отождествляют с образом истинной абхазской женщины, останется в памяти людей как символ самоотверженного служения своей профессии. На Алакове, Саида Гухава, Абхазское телевидение.